Здравствуйте, участники конференции и жюри. Меня зовут Томский Вильгельм Львович, ученик Вилюйской ФСОШ номер 2. Моя тема доклада – эко-шахматы и животные. Актуально. В связи с введением в школе в ГОС обязательным компонентом в обучении являются шахматы. Время не стоит на месте, и надо придумать новую модель шахматов, которая не только интересная, но познавательная и всесторонне развивающая. Также с проблемой исчезающих видов животного мира возникла идея создать экологические шахматы. Цель – создать экологические шахматы для творческого развития школьников на занятиях в ГОС. Задача – изучить историю шахматных фигур, предложить новую модель игры с предохранительной тематикой, изучить литературу по редким и исчезающим видам местной фауны, презентовать игру. Стремление испытать в борьбе соревнования свои идеи, фантазию, проверить реальную значимость своих планов и предложений. Вот что столько делало и делает эту древнюю игру столь популярной и любимой. Символические фигурки, очевидное подтверждение восточного влияния. Ведь запрещение мусульманской религии изображать людей и животных, несомненно, касалось и шахмат. В рамках многого стандартов ГОС в школах введены уроки шахмат, как предмет, развивающий логику, мышление, творческое воображение, умение бороться, спортивный интерес, усидчивость и терпение. Мы отошли от стандартной игры, видеоизменили и скорректировали, постарались ввести новую интерпретацию фигур в виде коллекции по актуальной экологической тематике. Это игровые фигурки в виде коллекции «Красная книга животных Якутии», «Красная книга животных Вилюя», «Красная книга птиц Вилюя», «Красная книга растений Вилюя». Баран снежный, нулевая категория, король. Бобр ручной, нулевая категория, ферзь. Белый медведь, вторая категория, слон. Олень благородный, вторая категория, конь. Морж лаптевский, вторая категория, ладья. Сурок черношапочный, вторая категория, пешка. Животные Красной книги Якутии и Вилюя. В Красной книге собраны все виды редких растений и животных, находящих под угрозой вымирания. В ней также представлены виды, которые, к сожалению, исчезли навсегда. Именно благодаря этой книге люди принимают необходимые меры для того, чтобы обезопасить редких животных, создать им условия, благоприятные для жизни и размножения. По категории разделяется на 5 видов, как 0 исчезнувшие виды. Первое находится под угрозой исчезновения, второе уязвимые, третье редкие, четвертое нуждающиеся в охране. Виды млекопитающих птиц, внесенных в Красную книгу Якутию. Баран снежный, нулевая категория, чубуком. Бобр речной, нулевая категория, бобуром. Выдра речная, вторая категория, быдра. Косуля, третья категория, туртас. Медведь белый, вторая категория, урунга. Морж лаптевский, вторая категория, морджа. Олень благородный, вторая категория, кулагай. Рысь, третья категория, бедер. Сурок черношапочный, вторая категория, тарбахан. Анкетирование среди 1 и 4 классов, охват 207 учащихся. С помощью новейшей технологии мы решили создать шахматные фигурки на 3D-программе, прототипом которой будут исчезающие животные Якутии. Ход работы на 3D-принтере. Включить установку, найти образцы для печати, установить на панели задачи работы и напечатать. Подождать результат. Правила игры. Все действия проходят на доске, состоящей из 64 бело-зеленых квадратов. На ней будут стоять 2 армии, совершаться тщательно продуманные ходы с целью поставить мат противнику. Каждому игроку предстоит расставить свою армию, в котором состоят 2 моржа лаптевских, ладьи, 2 белых медведя, слона, 2 благородных оленя, коня, 1 бобр ручной ферзем, 1 баран снежный, король, 8 сурков черношапочных, пешки. Правила расстановки довольно просты. На крайних клетках в первом ряду стоят моржи,
За ними ставятся благородные олени и белые медведи. В центральной клетке первого предназначения для главных фигур. Для бобра предусмотрена клетка одного с ним цвета. Он любит свой цвет. Где стоит баран? Рядом с бобром, во втором ряду доски. Перед ними расставляются сурки, играющих роль рядовой вашей настольной армии. Именно им предстоит делать первый ход, подставляться под удар, защищая барана. Вывод. Играя в шахматы, дети будут не только мыслить и думать, но и получать полезную и актуальную экологическую информацию. Они узнают степень угрозы фауны и флоры родного края, будут знать критическое положение животного и растительного мира, станут активистами и пропагандистами охраны природы, внесут свой вклад в экологическое просвещение и образование. Наша видеоизмененная игра позволит помочь ориентироваться детям в экологическом ситуации в родной местности, даст в игровом форме нужную информацию. Заключение. В результате работы я осознал, как печально, что в нашей республике тоже есть Красная книга. И нужно действия, которые как-то помогут решить эту проблему. Для этого мы придумали идею создать фигурки, с помощью которых люди будут знать этих животных. В будущем хотим сделать фигурку уже с птицами и растениями. Спасибо за внимание!